Сузык һәм тартык аваз хәрефләрен дөрес язу һәм уку. Правописание букв и правильное чтение гласных и согласных звуков. На этом уроке мы узнаем, почему некоторые слова произносятся и пишутся по-разному. Данный урок будет полезен для тех, кто готовится к диктантам. Во время диктантов учитель будет произносить так, как надо произносить, а испытуемый, зная правила, сможет правильно написать эти слова. 66-ші күнегу. Сүзләрне оқы. Прочитай слова. Тәрәзә. Окно. Ірімшік. Творог. Үшбұшмақ. Треугольник. Түзуші. Строитель. Күнделік. Дневник. Іш. Работа. Синеңше қайсы сөз шоқмақларға сыя? По-твоему, какое слово помещается в клетки? Слово заканчивается на букву К. У нас 3 слова с буквой К. Эремшек. Эремшек подходит. Үшпішмақ. Үшпішмақ. Одной клетки не хватает. Күнделік. Күнделік. Одной клетки нам не хватает. Получается, пишем эремшек. Шул сөз белән жүмлә түзіп яз. Запиши, составив предложение с этим словом. Ірімшікте кальций күп, шуның өчен ол бик файдалы. В твороге много кальция, поэтому он очень полезен. Е хәрефләренең язылышына игътибар ит. Обрати внимание на написание букв и Е. Обращаем внимание, что в этом слове есть 3 звука они одинаковые, но пишутся по-разному. Так, если учитель продиктует слово, в котором гласные будут произноситься то мы должны писать в начале слова а в середине слова буквы Е. В середине слова вот так писать уже нельзя, это ошибка, хоть и слышится буква И также в начале слова нельзя писать такую букву, получится еремшек. Это неправильно. Эремшек сүзендә ничә ижек, ничә аваз һәм ничә хәреф бар. В слове эремшек сколько слогов и сколько букв. Эремшек. 3 слога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв. Авазы 2 хәреф белән белдерелә. Звук обозначается 2 буквами. Это буквы и Е. Сүз башында хәрефе, сүз уртасында һәм ахырында Е хәрефе языла. В начале слова пишется буква а в середине слова и в конце слова буква Е. Элек, эссе, элемте. Видите разницу? Произносится по-другому, а первые 2 гласных произносятся одинаково. Элемте. 67-ші күнегу. Күп ноқталар урынына яки Е хәрефләрен куеп, жүмләләрне күчереп яз. Запиши предложение, вставив буквы или Е вместо троеточий. Давайте сначала прочитаем и переведем. Проверьте себя, какие буквы вы бы поставили вместо троеточий. Кремль урамында элемте бүлеге бар. На улице Кремлевская есть отделение связи. Кремль слышится элемте
Т. И слышим. Но мы знаем правило, что в начале слова пишем букву а в середине слова букву Е. Булег. Мы знаем, что в конце слова мы должны при этом звуке написать буквы Е. Второе предложение. Бүген эшчелер йол ите. Сегодня рабочие отдыхают. Бүген. В середине слова буква Е пишется. Ш. В начале слова пишется буква Без экскурсияге барабыз. Без. Мы идем на экскурсию. Слово экскурсия – это заимствованное слово из русского языка. Здесь уже все должны знать, какая буква пишется. Е харифлярының астына сіз подчеркни буквы и Е. Сөз ортасында һәм сөз ахырында авазын білдіру үшін нинди хариф яздың? В середине слова и в конце слова какую букву ты написал для того, чтобы выразить звук Мы написали букву Е. Авазы нише хариф белән білдірілген? Звук выражен скольки буквами? 2 буквами. Сөз башында, сөз ортасында һәм сөз ахырында авазы ничек язылган? Как написан звук в начале слова, в середине и в конце слова? Звук в начале слова написан так, а в середине и в конце слова так. 68-ші күнегу. Көп ноқталар урынына яки Е хәрефләренең тиешлесен қойып, тегу машинасы турындағы табышмакны оқы. Ставь необходимые буквы или Е вместо троеточий и прочитай загадку о швейной машине. Тык, тык, тык. Тык, тык, тык. Мы ставим букву Е, потому что звук в середине слова пишется так. Мөгізіне ілген жіп. В слове «ілген» написали букву потому что в начале слова звук пишется так. Тәпие інәлі. Нәрсе бу? Біл әлі. Переведем. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Повесил нитку на рога. Ножка с иголкой. Что это? Узнай-ка. Это швейная машина. Тәпие сөзіндегі Е харфі нинди авазларны білдірі. Буква Е в слове тәпие обозначает какие звуки? Смотрим данную букву. Вот она. Мы видим здесь Е читается не так, как в предыдущих примерах. Это не звук не тәпи а тәпи Е. Мы здесь видим, что эта буква произносится вот так. Тәпи Е. И как узнать, как правильно произносить? Смотрим, а что стоит впереди буквы Е? Стоит гласная. Поэтому буква Е здесь читается Е. Как будто перед еще поставили и краткую. А если нет гласных перед буквой Е, то эта буква читается Тык, тык, жеп. А в каких случаях читается как Е? В таких словах, в которых гласные твердые. А вот здесь мы видим гласные мягкие, поэтому читается как мягкий вариант. А это у нас твердый вариант произношения данной буквы. 69-ші күнегу. Рәсімде нәрселер ясалған. Что изображено на рисунке? Эльгеш, вешалка, эне, иголка, жеп, нитка, телефон, телевизор. Башта предмет исемнәрен әйт.
Сначала назови название предметов. Мы назвали уже. Onları, оларны defterine yaz. Затем запиши их в тетрадь. Телефон, телевизор, ilgeç, ene. Авазы нişe хәреф белән белдерелгән. Звук выражен сколькими буквами? Давайте сейчас найдем этот звук. Ilgeç, одинаково. Не, это уже другой звук. Это то же самое, что и нет. И это другой звук, это понятно. О тоже. Поэтому получается в этих словах звук выражен двумя буквами. Это буква и буква Е. Сөз башында һәм сөз уртасында авазы нинди хәреф белән язылган? Звук написан какой буквой в начале слова и в середине слова. Мы видим этот звук в начале слова написан буквой в середине слова буквой Е. Итак, подводим небольшой итог. Если во время диктанта вы слышите слова, в которых есть звук пишите смело в начале слова вот эту букву а в середине слова и в конце слова букву Е. И если вы видите, например, в начале слова стоит буква а в середине слова буква Е, то смело читайте все эти буквы одинаково с помощью звука ремщик. Следующее, что вызывает затруднение, это буква Как оно произносится, как пишется, сейчас разберем в следующих упражнениях. Җитмешенче күнегү. Табышмакны укы. Прочитай загадку. Аягы юк, качадыр. Канаты юк, очадыр. Нет ног, прячется. Нет крыльев, летает. Что это? Это дым. Түтін. Давайте произнесем помедленнее. Какие здесь гласные звуки? Вслушайтесь. Тын. Слышится и Но посмотрите, что мы должны написать. Если мы слышим два звука то в первом слоге мы должны написать букву а во втором слоге должны написать букву Е. Жауабын дәфтәреңә яз. Напиши в тетрадь ответ. Хәрефе сүзнең нишәнче иҗегендә язылган. Буква написана в слове. В котором слоге? В первом слоге. Мы замечаем, что буква пишется только в первом слоге. Мы не должны писать его во втором слоге, несмотря на то, что мы слышим его и в первом, и во втором слоге. Тын. Слышим, а пишем тын. 71-нче күнегү. Иҗекләргә бүлеп укы. Прочитай, разделив на слоги. Г, сөл, көз, шөгін, бүркіт, сөз, гөш. Икенче иҗектә нинди сузык аваз ишетелә? Какой гласный звук слышится во втором слоге? Во втором слоге слышится тот же самый звук который есть в первом слоге. Как мы можем использовать данное знание в нашей практике? Если учитель диктует ДГ с двумя в первом и во втором слоге, то мы должны будем написать в первом слоге а во втором слоге Е. И еще, как мы можем использовать это знание при чтении? Если мы видим слово, в котором в первом слоге стоит а во втором слоге стоит Е, мы не должны читать ДГ или ДГ.
мы должны читать de г, seul г. И тогда ваше произношение будет без акцента. И учитель татарского языка или ваш собеседник заметит разницу в произношении. Жетмеш икенче күнегү. Яки е хәрефен куеп күчереп яз. Перепиши, вставив буквы или е. Сначала давайте прочитаем, переведем. Төпсөз көймәгә утырту. Это фразеологизмы, поэтому у них дословный перевод будет отличаться от перевода по смыслу. Дословно получается посадить на бездонную лодку. Перевод по смыслу будет обвести вокруг пальца. Көлін күккә ұшыру. Дословный перевод обратить в пепел и пустить по небу. Перевод по смыслу разбить в пух и прах. Щуп үстіне шумәле. Дословный перевод копна навалилась на мусор. Перевод по смыслу будет только этого не хватало. Как говорится, и без этого нелегко, да тут еще и это навалилось. И давайте выполним задание. Слышим төпсөз, пишем төпсіз. Көлін. Слышим 2 раза но в первом слоге пишем во втором пишем е. Үстіне. В первом пишем во втором е. Әйтемнәрнең мәгънәләрен ничек аңлыйсың? Как понимаешь смысл этих высказываний? Мы с вами перевели, как они по смыслу переводятся на русский язык. Кто как понимает, это уже дело каждого. Хәрефе сүзнең кайсы ижигендә языла. Буква пишется в каком слоге слова. Буква пишется только в первом слоге. Кайсы ижикләрдә е хәрефе языла. А в каких слогах пишется буква е? Во втором или в третьих слогах пишется буква е. Хәрефе сүзнең беренче ижигендә языла. Буква пишется в первом слоге слова. Башка ижикләрдә авазы ишетелсә дә е хәрефе языла. В остальных слогах хоть и слышится звук пишется буква е. Сөтле. Слышим, пишем сөтле. Молочный. Төзек. Слышим 2 а пишем төзек. Исправный. Мөгөзле. Слышим 3 раза а пишем мөгезле. Рогатый. Данное правило также касается и твердого варианта звуков. Твердый вариант это о, твердый вариант Сейчас разберем уже примеры именно с этими буквами и звуками. Жетмеш үшінші күнегу. Ука, прочитай. Менә минем кулынкаем. Менә йомшак борынкаем. Менә йомры тояккаем. Менә сизгер кулаккаем. Вот мой жеребеночек. Вот мягкий носик. Вот круглые копыта. Вот чувствительное ушко. Выполняем задание. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең икенче ижигендә нинди сузык аваз ишетелә? Какой гласный звук слышится во втором слоге слов, которые даны жирным шрифтом? Даны 3 слова, и в задании спрашивается про второй слог. Смотрим на второй слог первого слова. Колон каем. Слышим о. Колон. А пишется буква и. Борон. Слышится тоже о. Йом ро. Также слышится звук о.
О хәрефе сүзнең нишенче ижигендә язылган. Буква О написана в каком слоге слова? Буква О написана в первом слоге. Калган ижекләрдә О авазы ишетелсә дә, нинди хәреф язылган? А в остальных слогах, несмотря на то, что слышится звук О, какая буква написана? Написана буква И. Очень серьезно нужно отнестись к этой теме. Оно важно для того, чтобы правильно произносить и правильно писать. 74-нче күнегү. Рәсемдәге предмет исемнәрен ижекләп телдән әйт. Назови название предметов, изображенных на рисунке, по слогам. Болот, борощ. Оларны дәфтәреңә яз, запиши их в тетрадь. Һәм О, хәрефләренең астына сыз и подчеркни буквы О и И. Записываем. Болот, подчеркиваем. Борощ. Сузык авазларны әйт. Назови гласные звуки. Гласные здесь произносим их. О и О. Сүзләрнең икенче ижегендә нинди аваз әйтелә? Какой звук произносится во втором слоге этих слов? Во втором слоге произносится другой звук из-за того, что буква О на него действует и заставляет его произноситься так же, как он сам. Болот, борощ. Одинаковые звуки слышатся. Звук О. Анда нинди хәреф язылган. А там какая буква написана? А там написана совсем другая буква. Это буква Вот такое вот правило мы должны усвоить. Называется это правило губная гармония. Когда буква О в первом слоге влияет на произношение буквы И во втором слоге. О хәрефе сүзнең беренче ижегендә языла. Буква О пишется в первом слоге слова. Башка ижекләрдә О авазы ишетелсә дә хәрефе языла. В остальных слогах, хоть и слышится звук О, пишется буква И. Бозгощ, стерка, очкощ, самолет, корош, сталь, боронго, древний. 75-нче күнегү. Тиешле хәрефләрне куеп, күчереп яз. Перепиши, вставив соответствующие буквы. Болот. Слышим О во втором слоге, но мы знаем правило, должны написать букву И. Борон. Пишем О. Орлок. Слышим О, пишем Онок. Озон. Ошкон. Тормош. Переводим. Болот – облако, борон – нос, орлок – семя, онок – внук, озон – длинный, ошкон – искра, тормош – жизнь. Бу сүзләр калын әйтеләме, нечкәме? Эти слова произносятся твердо или мягко? Эти слова произносятся твердо, потому что в них есть твердые гласные О и Сүзнең калын яки нечкә әйтелүе нәрсәгә бәйле? От чего зависит твердое или мягкое произношение слов? Твердость и мягкость произношения слов зависят от гласных. Если они твердые, слова произносятся твердо. 76-нче күнегү. Шигырьне укы. Прочитай стихотворение. Очып йөри өстә болот, күренә болот. Күренә ул аю булып, бүре булып, төлке булып, очып йөри көлке булып. Переводим. Летает наверху облако. Виднеется облако. Виднеется оно как медведь, как волк, как лиса. Летает как забава или как потеха, еще можно перевести. О, авазларының әйтелешенә игътибар ит. Обрати внимание на произношение звуков О, Язылу үзенчәлекләрен аңлат. Объясни особенности написания.
Мы, получается, обращаем внимание на то, как эти звуки произносятся и как они пишутся. Разберем конкретные слова. Ощёп. В первом и втором слоге произносится О. Ощёп. Но написано в первом слоге О, а во втором Следующее слово болот. Слышим 2 раза звук О, а пишем в первом О, а во втором Курене. Слышим во втором слоге курене, но пишем букву Е, так как у нас есть правило, буква пишется только в начале слова, а в середине слова всегда пишется буква Е, если слышится звук Только 2 раза слышится звук но пишем в первом слоге во втором слоге Е. Ощёп, это слово мы уже разобрали. Көлкü, похоже на слово только. Также слышим 2 раза и пишем в первом слоге а во втором Е. Вот мы разобрали произношение данных звуков и какими буквами они пишутся. 77-ші көнігу. Сөзлерні дұрыс итеп оқы. Прочитай слова правильно. Оршок. Неправильный вариант чтения будет оршек. Обращаем внимание на букву Ч. В татарском языке это Щ. Буква произносится О. И буква К произносится твердо. Оршок. Оло. Неправильное чтение будет олы. Боролош. Неправильное чтение слова будет боролыш. Сызык. Неправильное чтение будет сызык. В татарском буква читается коротко. Сызык. Тылсым. Неправильно будет тылсым. Орбита. Озон. Тормоз. Следующие 2 слова взяты также из русского языка, но они приобрели татарское произношение. Сыр. Тыл. Здесь неправильно будет чтение сыр или тыл, потому что мы не говорим мин сыр олам, мы говорим мин сыр олам. Икенче бағанадағы сөзлерде ауазлары ничегрәк әйтелә. Как произносятся звуки в словах со второго столбика? Звуки О произносятся протяжнее, а звук произносится так же, как в татарском языке. Кыска әйтеләме әллә сузыбракмы? Коротко произносится или протяжнее? О произносится протяжнее, а коротко. Уйлап кара әле, кайсы сүзләр безгә рус теле аша кергән икән? Подумай, какие слова перешли к нам. Это 5 слов со второго столбика. Авазлары сузыбрак әйтелгән сүзләрне күчереп яз. Запиши слова, в которых звуки О и произносятся протяжнее. Это орбита, озон, тормоз. Хәрефләренең астына подчеркни буквы О и Мы их здесь подчеркиваем, можно карандашом. Итак, подводя итог, мы можем сказать, что на этом уроке мы узнали об особенностях некоторых звуков и букв в татарском языке. Например, если мы слышим 2 раза звук щек, то в начале слова должны написать букву а в середине слова или в конце слова должны написать букву Е. Также мы узнали, что если мы видим слово, в котором в первом слоге стоит во втором или в последующих слогах стоят буквы Е, то мы должны прочитать это слово правильно. Нужно запомнить такой факт, что если человек правильно произносит слова, то он эти слова умеет правильно писать. Я на практике увидела, когда готовила учеников к выпускным контрольным диктантам. Если слова он пишет неправильно, мы произносили слова и отмечалось, что, оказывается, ребенок не произносит их правильно. Оттуда идет и непонимание, как правильно написать. Если ребенок знает правила, как правильно прочитать, он будет понимать, почему учитель диктует так, а нужно писать совсем по-другому. Также мы узнали, что буква О в первом слоге влияет на букву во втором и последующих слогах.
и делает произношение букв «ы» схожим на себя. Получается, мы должны будем произнести одинаковые звуки «б», «рон», «г». Также мы узнали, что если мы слышим в слове 2 раза или 3 раза звук «о», то при написании данного слова мы должны учитывать, что в первом слоге всегда пишется буква «о», а во втором слоге нужно написать букву «ы». Итак, завершаем первую часть урока. На следующем уроке мы узнаем особенности чтения таких букв, как «я», «ю», «е», «в», «к», «г» и кратко. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!